Здравствуйте, друзья! Это прогноз на август месяц 2016 года для знака зодиака Дева. Как известно, Дева, Солнце в Деве проходит в ведической астрологии с середины сентября по середину октября. Так что, если вы родились в это время, смотрите, слушайте, что можно сказать. Нас ожидает парад планет. Юпитер, Раху, Венера, Меркурий попадают в знак Льва и маршируют, обнимаются и целуются. Что это значит для вас? Меркурий, ваш управитель Меркурий, становится вместе с Раху. Меркурий и Раху – это или бизнес, или коммерция, или путешествие, с учетом того, что август месяц, конечно же, хочется попутешествовать, отправиться в отпуск, да, тем более у вас это в карте стоит в 12 доме, то есть 4 планеты в 12 доме, еще в 6 доме есть, и еще 2 планеты в 3 доме, то есть все дома путешествий активизированы, да, почти все дома путешествий активизированы, тем более, что Луна, прекрасная Луна, месяц начинается с хорошей Луны, которая стоит в созвездии Пунарвасу, которая божественная, светлая и связана с путешествиями, связана с Меркурием, и она находится, Луна и Солнце, в 11 доме, то есть все способствует путешествию, наслаждению. И Б сидели, да, не на трубе, а на гамаке в данном случае, так что это вы, Б это ваш партнер, ну и все, что получилось от А и Б, если получилось ваши детки, если вы не намерены отдыхать, если вы чувствуете, что вы земной знак, вы должны постоянно работать, и отдых не для вас, то, конечно, также соединение Венеры, Раху, Меркурия и Юпитера дает возможность для коммерции, для бизнеса, для того, чтобы заработать, пополнить закрома, особенно это касается за границей, то есть это далеко, или, например, вне вашего города, вне вашей страны. Так что можете отправляться в командировку или в путешествие и писать контракты, подписывать, подрисовывать нолики. Почему подрисовывать? Потому что, как не подрисовывать, если Меркурий стоит Раху, без подрисовывания совершенно никак нельзя. Дальше, что хочется сказать, берегите здоровье, то есть, если вы отправляетесь куда-нибудь отдыхать, будьте внимательны, когда вы кушаете или пьете, проверяйте воду, то есть, действительно ли это настоящая бутылка, я уже не говорю о спиртном. Спиртном, конечно, вообще лучше не употреблять, для того, чтобы сохранять ясность сознания. А Дева — это же девственность, да, то есть чистота, ясность мысли, естественно, вам ни в коем случае никогда нельзя употреблять. Почему? Потому что все-таки Марс соединяется с Сатурном опять вновь на какой-то небольшой промежуток, на пару месяцев, и когда демоны соединяются вместе, они приносят проблемы со здоровьем, в вашем случае. Почему? Потому что идет удар на 6-й дом, дом здоровья, тем более, что там транзитом и еще проходит планета Кету, так что будьте внимательны, особенно все, что касается желудка, поэтому я и объясняю вам благоприятность вегетарианской, чистой, свежей диеты. Не кушайте в этих гостиницах, лучше сходите где-нибудь на рынок, купите инжирь, грушки и яблочки. Это будет для вас более благоприятно. Что касается любви, то любовь, значит, у вас переходит в другую, такую камасутрическую, скажем так, плоскость, что может за собой повлечь в будущем рождение детей, потому что Юпитер меняет свое положение раз в год, и вот в августе он приходит к вам в трикону, и, соответственно, аспектируют другие триконы, которые отвечают за рождение, зачатие детей. И имейте это в виду, так что 8-й, 9-й ребенок не помешает, потому что не забывайте о своей чистоте. Секс только для зачатия детей. В принципе, то, что хотелось сказать, важное для вас.
Подписывайтесь, внизу вы увидите ссылочку, вернее, посмотрите бесплатный семинар 9 видов любовников, подписывайтесь на мои бесплатные прогнозы на моем сайте vedastrology.ru и планируйте свой день. Всего вам доброго и до свидания.